Нет, не надо, меня убьют эту. Говорить желаний нет, но возмущение, как видно, есть. Закрыть надо. В чем проблема? Сколько Почему? умерла? Мой сын умер. От чего? А что там продают? Что происходит на Мавлютова, 14, мы решили посмотреть скрытно. За железной оградой открытая дверь, у входа несколько мужчин. Пока нас не заметили, из-за двери нетвердой походкой вышли 2 человека. Как только к этому месту мы решили открыто подойти с камерой, двери закрылись, а все люди у входа скрылись. Форточка открыта, смотрю, вкусно здесь смотрю. Бутылка стоит из-под водки рядом тут маленькая. Что это за место и кто там бывает, нам не смогли сказать ни в соседней парикмахерской, ни торговцы рынка, что в нескольких десятках метров. В курсе, что за заведение там вот? Ой, вы знаете, я даже не знаю. Кого-то видели там, нету? Вот я, зрение у меня не очень, но я не обращаю внимания. Ну, я вроде там ремонт идет, я не знаю, я новенький здесь. Жители же соседних домов точно наслышаны, что происходит под их окнами по вечерам. После того, как они посетили эту точку, идут к нам на скамейку. Вот мама спать не может, всю ночь они голосят. И пьяные, муж, там жена или кто-то, женщина с мужчиной, каждый божий день пьяницы. Как оказалось, это заведение и его владелец хорошо известны в госалкогольинспекции. Заведение незаконное, деятельность осуществляет гражданин Летуновский без соответствующей лицензии, без документов, реализует нелегальную алкогольную продукцию с признаками фальсификации, полный суррогат. С проверками сюда приходила и полиция. В этом году дважды выписывали протоколы и по суду штрафовали. По решению Приволжского районного суда в обоих случаях на владельца заведения наложен административный штраф в размере 1500 рублей. Как объясняют, такие небольшие штрафы налагают на граждан. Если бы это был ИП, суммы исчислялись бы сотнями тысяч, а если юрлица – миллионами. Как видим, пока принимаемые меры наливайку на Мавлютова не останавливают, как и ее посетителей. Всего же в Татарстане более 1000 баров и кафе и около сотни в жилых домах. Ну, я тоже болею. В Нижнекамске жители уже выдвигают инициативы. В городе более 300 точек, где продают алкоголь. Как отмечают активисты, число алкоматов продолжает расти. Причем магазины, не нарушая закон, появляются на расстоянии 25 метров от учебных заведений. Эту дистанцию в Нижнекамске утвердили 7 лет назад. И, как считают в фонде «Трезвость», расстояние нужно увеличивать в разы. Человек выходит с учебного учреждения, прошел 25 метров. Что 25 метров? Он сколько? 30 секунд пройдет 25 метров. У него уже, пожалуйста, алкоголь. Как говорят в Госсовете Республики, вопрос нужно решать на муниципальном уровне. Но если действительно это объект мешает, и там детский сад, и там, школа. Здесь вопрос, все зависит от муниципальных органов. В обществе бурлит высокий градус вокруг алкогольной темы по всем статьям, будь то рюмочные, расстояние алкоматов до детских учреждений, продажа суррогата. Но пока побеждает высокая прибыль, низкие штрафы и пробелы в законодательстве. Дмитрий Аринин, Марат Зайдуллин, Александр Халин, Рафаэль Ракипов, ТНВ, Казань, Нижнекамск.